Добрый вечер, уважаемые друзья. Всех категорически, как всегда, приветствую. С вами я. Сами знаете кто. Да. Значит что, у меня была небольшая проблема сегодня, короче. Вебка самостоятельно закоротила. Вроде как я отсоединил, она подостыла. Кто не в курсах, на ней такая, короче, по ободку лампа идет, она настраивается там посильнее, послабее. Невозможно из-за нее, потому что она закоротила, свет не переключался. Потом она просто отъебнула. Ну, постояла, остыла вроде как более-менее. Но если что, да, если что, может обрубиться веб. Я кое-как настроил. Ну, вообще непонятно. Кому бы не насрать. Да. Всем привет. Всем привет, друзья. Еще есть кое-что. Я сильно поменял настройки графики в игре, вот. Точнее, не в игре, а в этом. Ну, здесь, кстати, своеобразные настройки. Если что, это тестовый сервер, да, сами знаете почему. Да. Здесь кое-что... все на ультрах, будь здоров. Давайте мы вот так вот.
Траву в ноль. Ой, господи. Нам не надо что-то еще. Нам не надо. Не, оно прикольненько сегодня выглядело. Я играл, да. Одну катку сыграл. Но нам не надо. Оно нам просто не надо. Короче, я настройки OBS поменял. И теперь у нас там сумасшедший битрейт, все такое. Вот, но возможно будет лагать стрим, поэтому, господа, у кого будет лагать, сразу же пишите в чат, чтобы я посмотрел статистику стрима, что там происходит. Вот, ну, короче, у нас три варианта. Либо будет неплохонько, но будет лагать. Либо, что еще? Либо станет охеренно круче, да, и наконец на ютубе будет показываться в 60 FPS. Либо, я не знаю. Либо ни хера разницы не будет. Может быть вот такое. Вот, ну как бы, а хули делать? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот Кто это? Вот так вот. Вот такой вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Приветствую. Дунгион Терабайтер, здорово! Восьмерки из новой ветки японских тяжей видел. Он как Нет. будто лучше, чем ты P63. А что с Дмитрием? Погиб в бою за качалку. В общем, я ТТК не видел, сейчас мы вежливо с вами ознакомимся. Я только одну катку сыграл на этом танке, ну и мне есть что о нем рассказать. Что с Дмитрием, это друг товарища, который трагически погиб. Вот, не в бою, в аварию попал. Вот, в поддержку. Если что, босса качалки, это кореш, вот, в поддержку этого товарища у нас сегодня донат полоска. Вот, но не байчу, не байчу. Так, давайте прочитаем комментарии. Потом я коротко расскажу все, что думаю об этом танке, да, по крайней мере перед стримом, да, и мы быстренько чекнем, что там в ветке, да, и еще такого интересного. Как он еще выглядит, ох, бля, ну выглядит странно, ладно. Быстренько чекнем, что там по ТТХ, и поедем, будем с вами развлекаться. Всем приятного вечера, кстати. Let's suck some dick. Так, значит, Андрей, здорово, Роман, здорово, просто танки здорово, да, это общий тест. ТСТБ после новогодних праздников, да. Это все мы после новогодних праздников. Так, Серега, здорово, Тутанхамон, привет, да. Я прекрасно, у меня выходные, наконец. Кто не в курсе, в Беларуси рабочая неделя была. Алексей, привет. Я восьмерку не буду тестить, потому что на тестовом сервере некому играть на восьмерку. На нем традиционно только на десятке можно играть. Не, мы, конечно же, можем попробовать, но я вам сразу могу сказать, что это плохая затея. Платоныч, здорово. Так, папка тащит или его тащат сегодня? Непонятно, сейчас разберемся. Тигранчик, привет. Так, значит. Коротко об этом танке. У него, смотрите, у него есть скосы, да, такие смешные, в которые, скорее всего, могут закидывать. То есть от борта танковать, скорее всего, не доведется. Да, и есть вот сиська, которая такая же, как у СТБ. И со всеми вытекающими. Ёб твою мать, нихуя. Yes, sir. Памяти моего близкого друга Дмитрия земля опухом. Ёбаный Помню и рот. люблю. Ну вот, а я говорил. Кто выпивает, друзья, пожалуйста, за хорошего человека, не чокаясь. Мы сегодня с госпожой точно жахнем. Босс, люблю тебя. Держись, братан, все будет чики-брики. Значит так. Ну и что касается вообще всяких таких ситуаций, да, всем надо понимать, что живем мы один раз. Как вы понимаете, жизнь не бесконечна, да, и все это напоминает нам только об одном, что жизнь надо ценить. Вот если бы мы знали, через сколько мы умрем, да, кто-то лет через 10, кто-то через 50, кто-то минут через 5, я думаю, мы бы больше ценили время, которое нам отведено, да, но, к сожалению, за рутиной повседневной очень тяжело задуматься об этом, так что, ребята, радуйтесь жизни и делайте все для того, чтобы вся ваша жизнь прошла не зря. Самое время об этом задуматься, поэтому, ну вы поняли, короче. Вот, нельзя тратить время впустую.
Занимайтесь тем, что вам, что вам нравится, с теми, кто вам нравится, с теми, кто вам дорог. Ну, вот, иначе так и потонем все в повседневной рутине. Работа, дом, погладил кота, работа, дом, запилотировал, работа, дом. Так нельзя. Вот надо каждый день пилотировать. Цените жизнь, ребята. Ну, и думайте об этом почаще. Все, что я хотел сказать. Так, давайте дочитаем дальше комментарии. Так. 2 дня валялся, умирал. Ох, бля, соболезную. Оцени просто ТХ. Оцени, пожалуйста, пожилое мнение, в общем, у тебя. Хорошо. Эксп, здорово, родной. Доброго вечера тебе. Будем, да. Сколько. Ну, да. Но это как бы поддержку гражданина. Так, Семен, здорово, правильные слова, да. Но не на этом тонке прошивается в борт, не танкует в башку и в маску. Так, я, кстати, забрал ТСТ, танчик. Поднимите стаканы за моего брата, пожалуйста, друзья. Ну, давайте мы, знаете, что делаем. Я схожу, налью, у меня что-то из бухла было. И с вами выпьем, да, торжественно. Скорее всего, видимо, мы в бой выйдем не скоро, да и хер бы с ним. В общем, давайте коротко расскажу, что я думаю об этом танке. Опять же, сказал один бой. Мы еще с вами разберемся. Значит так, на чем остановиться? То, что скосы, да, не позволяет танковать, но у него ВЛД 170. НЛД не знаю сколько, но в такой угол, с учетом наклона и так далее, вполне реально вытанковывать, как на AMX М454. Я так думаю. Мы это еще проверим. Да, но надо понимать, что поскольку здесь 170, вот так вот ровненько, еще, допустим, вот так, уже все, будет просводить. Я думаю, что будет просводить сюда, вероятно, тоже, если что, я не видел коллижн модель. Ну, как бы, я почти уверен, что она так и будет. Что еще? Башня 245. Вот, смотрите, по маске ничего не могу сказать, но есть вероятность, да, как и из СТБ, кое-где куда-нибудь будут просводить вполне реально. Вот в эти вот места, мне кажется, может быть и нет. Вероятность рикошета под башню, да, если вот так вот, ну, может быть, изредка. Ну, как бы, надо понимать, что у него сиська, и она очень большая. И она не как у Е5, но танковать не будет. То есть, ну, вы поняли, да? Если играете от башни, то особо быковать не надо. Здесь та же механика охлаждения орудия, которая означает, что одну тычку выстрелите нормально, а все остальные будут с ухудшенной точностью. Либо разбросом, кому как больше нравится. Что еще? У него такая же механика, как у СТБ, минус 15 УВН пишут и не врут. Да, но как бы... В общем, резюмируя, выше сказать... еще с турбиной, смотрите, он... Вот такие вот параметры у него, да, это по сути как... Это получше даже, чем у Е5. То есть, в принципе, он неплохо едет, но он вертится так себе. Ну, мне не понравилось. Короче, по итогу, что мы имеем, или с чем его можно сравнивать? Я думаю, что его можно вежливо сравнивать с чем-то типа КПЗ. Да, он же лопата, рядовой лопата, который был в коробках и так далее. То есть он очень неплохой. Ну, кстати, такая же альфа примерно, да. Он очень неплохой, у него такой неплохенький ДПМ. Кое-как может танчить ВЛД, кое-как от башни. Ну, не кое-как, он будет неплохо танчить от башни, но надо дергаться, чтобы вот не сглотнуть. Ну, как бы, вот и все. Вот. По итогу, он, я уверен, что он будет выше среднего. Он очень неплохой, но до имбы не дотягивает. То есть забалансили его, по сути, наверное, нормально. Так, значит, 30 лет пацану было. Так, прошу прощения за удивление, не увидел, на что донат и что полоска сегодня. Ничего страшного. Там близкий чит, да. Опа, кто-то тестером стал. Не, это тестовый сервер, любой может поиграть на нем. Брат Катанина 268, это его любимый танк был. Катанем. Кто-то за меня, поднимите стакашку, мне пока нельзя, сердце болит. Ошалеть, я подниму. Давай МК. Босс, полезно. Евгений Женечкин, здорово, братан. Здорово. Так, альфа сколько? 420. 10 букв, здорово. Так. Ну, так, что еще? Чекнем, давайте 8 быстренько. Говорят, имба, я не знаю. Так. Жаль, конечно, что в игре нельзя смотреть коллизн модели. Это, конечно,
зароляло бы адски. Адски. Так, ну давайте сюда, допустим, турбину поставим, да? Доглатыватель. Ну и пускай с вентилятором, да, чтоб... Ой, стоп. Итого, ну ДПМ добренький, да. Первая тычка 0.24, будь здоров. 360 альфы, ну он уже точно лучше, чем прем, да, потому что вот там прям наклевывается такая альфа, а здесь вот, конечно, вопросов нету. Корпус 100 мм, башня 200. Так. 100 мм, ну... Бля, видите, у него читерские борта, вот эти вот под наклоном. Будет, скорее всего, читерить ими успешно, да. Ну и башня с виду ничего. Но правда это есть сиська, да, и в сиську будут все-таки просовывать. У него... Блин, ну в целом неплохой. Неплохой, можно пялить. Может быть, мы на нем и сыграем. Да, но скорее всего просто народа нет на 8 левеле, поэтому ни хера мы не сыграем. Так, значит. Илья, здорово. По тебе концепту можно катнуть ему апнали поворотливость. Ну, потом. Так, привет, как дела? Максончик, здорово. Ну вот, пока что еще не стартовали. Привет, братик. Я ненадолго зашел. Как у тебя дела, дружище? Да, нормально. Я, скорее всего, потеряю работу. У нас сокращения адские на работе. И что еще? Что еще? Но как бы не уныло. Новый год успешно отмечен. Особо там не нажирался. Просто весело было, потанчили. Вот что еще. Будут гайдов до хера, я думаю, что на этот танк мы после стрима сделаем гайд, может даже завтра. В воскресенье будет гайд на 704-го. Что еще? Еще учусь на менеджера Marketplace. Потому что это работа, которую можно найти с любой точки света, если что, и работать дома. Вот, в принципе, мне подойдет видос, монтирую, все такое. Вот, надеюсь, что получится. Так, Пуха 8. Привет, что за мамба? Имба. Ну, это новая ветка японских ТТ. Сейчас я пойду налью бухлишко, мы с вами выпьем за Дмитрия, который трагически погиб, и поедем в бой. Минуту внимания. Так. Что, Дмитрий? В аварию попал. А мой брат... Реально. Как по мне... Не, это не прикол. Это реально. В общем... Выпьем за то, чтобы земля пухом, да, и... за то, чтобы... Живые жили не зря. Так. Я с 1 декабря безработное сокращение 5 лет. Напишу после... В общем, а мне уже 37 казалось, мне просто этим делом строится нормально. Просто
упорством и все такое. Пробую, стараюсь ходить на собеседование. Это нормальная тема, когда... Надо понимать, что в современном мире, особенно если ты живешь не в каком-то финансовом центре, да, будь то Минск, Москва или что-то такое, куда уходит весь капитал, строить куда-то тяжело. А если ты в финансовом центре, то там еще высокая конкуренция. Вот это рыночная экономика, в которой каждый сам за себя, никого не жалко, поэтому кто наглей, у кого яйца больше, тот и охуенный молодец. Вот, так что, если не получается найти работу, пацаны, не тушуйтесь, упорством и все такое, возьмете, все будет нормально. Главное не очковать и верить в себя. Скорее всего, никто рядом, особенно всякие там жены и дамы и так далее, скорее всего, верить не будут, а будут ныть, что типа, блядь, как ты устроишься. Вот, так что, ребятки, главное не скукоживаться, и все будет чики-брики. Так, шортики у тебя, спасибо. Спасибо за шортики. Я Деста терабайтер. За Дмитрия света память. Да. Да. Этот год тяжелый будет всегда. Да. Да, как и все остальные, они не особо легкие были. Так. Понсадерион, здорово, поддерживаю тост, выпьем, давайте, пусть земля, я живу в Казахстане, тут жопа. Понимаю, братан, уезжай, уезжай. Илья Сухоручкин, здорово, учите что-то новое, даже по специальности там. В общем, ладно, я предлагаю, знаете, что мы сыграем каточку на этом танке, потом сыграем 2 каточки на 268, да, в честь... Дмитрия, чей танк это был любимым. А потом будем стримить дальше на этом тутался. Ну и стримец будет, как обычно, до 10. Да. Всем приятной пятницы, друзья. Саживаемся поудобнее. Если вдруг какие-то душевные проблемы или что-то еще, можете писать. Я с радостью с вами обсужу, поговорим. Я надеюсь, что грустить нам не придется. Хоть и есть по случаю чего. Но грустить, как говорится, в морге погрустим. Так. Иногда плохо быть русским в стране. Ну, как бы, а что теперь? Что теперь? Я не знаю, как мне так свезло, что я бульбашонок. Белорусов почему-то везде любят. Хотя мы такие же, как и все представители славянской группы. Не знаю, почему так. Ну и хорошо, ну и хорошо. Слушайте, я уже подбухнул, надо было что-то поесть. В общем, резюмируя все сказанное, танк... А, еще знаете, что я заметил? У него башня круглая, все дела. Я думаю, что вот в такой угол курсовой, да, по-любому здесь от 245 и вот так расходится броня. Где-то в такой угол, как и в случае с КПЗ, его будут просовывать в башню. В общем, сильно не рамсите, ребята. Сильно не рамсите, вас дома еще ждут. Ну и механика вот эта, вот чисто ради одного выстрела точно, а остальное не точно. Я даже не знаю. Ну, приятный бонус, да, а по сути как бы и все. Вот другое дело, если бы можно было в какой-то момент игры врубить механику, да, и у тебя резко охуенная точность, там, на, не знаю, на секунд 15, например. Так. Женяк, спасибо. Мой бокал за Диму. Вот видите, он едет, этот едет как дерьмо. О, бля, свертухи. О, секите. Ну дерьмо, да. А он такой еще сарайненький. В геогейминге закончился креатив. Да, потому что танк рисует просто такой же, как СТБ. Экран, походу, у него не работает, да, бортовой. Я его четко кумулем жмыхнул. Сейчас подъедет, будем смотреть, куда мы кумулем его шьем. Маску не шьется. Угу. Ну да, скосик можно просунуть. Там вот этот рядом с башней, да? Вот. А, я понял. Ему куда-то в крышу залетело. Вот сюда куда-то.
да ладно, я, ну как бы, как я и говорил, да, будешь дергаться, будешь танковать, псина. Не будешь дергаться, будешь... ДТ поспешил. Будешь сосать им. Будешь сосать им. Стой, сука. Вот, но как бы, знаете что, он, ну, он не дерьмовый. Это реально хороший танк. Понятное дело, что у него не ультимативные параметры брони. Ох, бля. Да. Ровно в маску, я понял. Тебя услышала, я поняла. Надо звук попаданий сделать громче. А, кстати, если будет лагать, скажите мне, пожалуйста. Если будет лагать, я апнул настройки стрима. И скажите, как вообще качество стрима лучше стало или нет? Но самое главное, не лагает ли он. Давайте попробуем потанковать. Не увидели, пиздец. Да-да-да. Что он не танчит. Я про вот этого гражданина. Ну, я вообще в курсах, что я приехал в пиздорезик, да. Я просто думал немножко потестить ВЛД и НЛД. Сейчас мы как потестим. Понял, куда пробил. А, в борт. Ну ладно. Мог себе позволить. Мог себе позволить. На изи, но я не знаю, как он пробил, куда-то, наверное, в НЛД 4300. 4300. Возможно, что в прямой угол все-таки рот. Я немножечко подкрутил, да. Наверное, он не особо мог себе позволить пробить скос. Я думаю, что он выстрелил в НЛД либо в ВЛД. Но если в прямой угол ВЛД не танчит, ну... Или НЛД не танчит, это да. Это, наверное, тяжеловато будет. Наверное, даже не такой, как КПЗ, потому что его частенько не пробивает в морду, несмотря даже на НЛД. Ватный. Так, читаем комментарии. Так, не, брат, у нас характеры разные, наша нация выделяется на фоне всех славян. Хер его знает. Я столько не работал в России, там и везде в Беларуси. Не, понятное дело, что и белорусы отличаются от восточных и западных, но в целом как бы одно и то же. Ну, я уже не говорю, да, там по России, там же столько регионов, ясное дело, что люди в целом везде разные, да, там, в том же Москве и Питере. Ну, как бы там, я думаю, что в мелочах разница. Так, Артем, здорово. Прими соболезнования, братец. Сути не понял, но вижу, что в другом... Ну да, да, механика бесполезна, еще как. Белорусов очень люблю, по работе сталкивался, вы топчик, просто дыры, парни, рубаха, сори за слово. Спасибо, спасибо. Так, потом, вчера для меня открыл коня, это просто имба, во втором же бою, да. А я говорил, я все время, сколько стримлю, говорю, что конь имба. Вот, и неясно, чего его не нерфит. Не лагает, картинка прям острая, жесткая такая, пестрая, ну хз как-то. Ну, главное, чтобы не лагало. А если пестрая, я могу фильтр здесь поменять. Так, значит, давайте мы 268 возьмем.
Ладно, раз уж такие делишки, я поставлю обычную турбину. И пускай закалку, да? Так, я думаю, сойдет. Алёша Попович, поехали. Так, это тест? Или уже... Не, это тестовый сервер. Так, тест, картинка норм, я хз, что-то мне... Видео четкое. А плавность видео нормальная или нет? И ничего не дергается. Мне на все. Угу. В общем, плавность видео поднялась или нет? Она как в 60 FPS, либо как было до этого, она такая неплавная. О, кстати, сейчас посмотрим, жмыхаем мы в маску или нет. Тайпов. Артемчик, спасибо. Братец, не грусти, такова Селеви. Конечно, товарищ Сагдиков. Похоже, нас выкинуло с сервера успешно. Спасибо, братан. Ну, пока мы не на сервере, да, вот выход из боя. А, даже так, нихера себе, поражение. А, не-не. Смотрите, что произошло. Я надеюсь, чек вернула или нет? Прикольно, я такого лайка не видел. Ой, оставить, лага не видел. Так, ну сейчас качество в любом случае. Ну да, вроде все так же. Угу. А кто смотрит в 1440? Скажите, поднялось там что-нибудь или нет? Шишка поднялась. Но с телефона, я смотрю, плавность не подняла. Не поднялась. Ну и ладно, хули плакать. Вот я поиграл на Хори, и мне теперь страшно. Ну, если что, вот этот танк, он очень похож на Хори. И мне теперь страшно вообще запускать. На нем в бой вообще выкатываться стрёмно. Ну, давай. Это гей-барики. Меня не видят, хорошо. О, в днище не пробил, я понял. Пошел в жопу. Хорошо. Кат. Сейчас я как хапну. Дал по мне. Будь здоров. Ну дал и дал, что теперь скулить, правильно? Мне кажется, Вадик меня не зачекает. И маскировка православная должна заролять. Да господи, во. Я понял. Меня зачекал. Он меня зачекал, что меня выстрелил. Ну. Ну. Бля, иди погуляй, дружок. В таком еще рачьем месте терпит. Ой, доходяга дырявый. Эх, доходяга дырявый. Угу. Давайте мы просто проедем. Трусы к нему. Если что, с барабана убьет, конечно. Птичку от него можно было не ловить. Будет падать чухня. А я знаю, что на КД. Оп. Нет.
утопится. Почти утопился. Хорошо. По бэху заряжу, где-то 50 бег должен быть. Я думаю, что он здесь. Он там. Офигеть. 3 минуты прошло, катка иссякла. Иссякла. А что хорошо, что 2000 дал. Так, вроде... Я смотрю, 1440 все будет. Но с айфона 15 Pro Max. У тебя монитор какой герцовки? 1200 чем-то. Ну, у меня не ограничено здесь FPS, поэтому... 1200 чем-то. Вообще, 140. 140. 144, по-моему, что такое. Или просто 140, я не помню. Короче, здесь не ограничено. И на этом, на основе тоже не ограничено. Так, 75. Может, у кого большая герцовка, у того что-то не так, а у меня все. Ну, все. Ладно, мало ли. Мало ли. А что там по статистике стрима? Лагает? Не, по статистике все чики-брики, хорошо. Хорошо. Если что, я поднял битрейт с 8000 до 25. До 25. Ну, бахи. Не, тут, поскольку по определенным причинам надо сыграть парочку каток на 268, потом будем на новом танке играть. Илья, здорово. Здорово. Отойду, не знаю, насколько хорошо. Сундучок здесь. Сундучок. У него с борта, кстати, очень похоже на башню Абрамса башню. Думаю, что вдохновлялись именно этим. Все, он целит. Получится у меня вежливо заехать наверх? Нет, кто знает. Получилось. Вот вам и имба. Ладно. Можно было 2 вертухи давать. Будет чекаться, потому что это тестовый сервер, он будет быковать. Да, и сосать. Быкуешь, значит сосешь. Тарта на 502. Всегда я слишком смело стрелял, здесь может стоять кто угодно. Стреляю кумулем, потому что, если что, разрыв кумуля будет видно. Здесь, кстати, его не было видно. Да, возможно, кому-то и всунул. Но это уже совсем другая история. Зря жмыхнула бабаха. Я видел в комментариях под видосами много кто просил разбирать каждое действие в бою. Надо ли вам такой стрим, друзья? Или нет? Только честно. Ну, я не знаю, как так насилует. Я зарядил ББХ, вдруг он будет проезжать, в борт лучше стрелять ББХ. Хэвик будет выкатываться, если вот этого увидит дурачка. Ну вот опять же, ББХ зароляло. Да, кумулем хер его знает, пробил бы или нет. Так, тут вежливый вкат. Потного так и не убили. Меня увидел или нет?
будет залп. Да. Да. Союзников у меня нету. Извините. Еб... Ну ладно, я сам виноват, я дерьмово выстрелил, что теперь. Да? Теперь слезки лейте. Здесь я тоже дерьмово выстрелил. Ну, я зафейлил. Я зафейлил. Наверное, надо было сначала шотно убивать. Но опять же, они вкатывали, да? Никто, сука, не прикрыл. Никто. Он просто поехал на меня шотный, и ему никто не дал. Ну да ладно. Так, читаем дальше комментарии. Так. Можно включить вертикальную синхронизацию, FPS зафиксируется на герцовке Моника. В игре, в этих настройках. Шурик, здорово. Просто хорошее дело. Угу, по ним твой канал нашел. Молодец, спасибо. Спасибо, что зашел. Надо бы такой обучающий стрим. Хочется же быть боссом качал, все верно. Босс тут только... Все. Значит так, мы играем на японца. Будем вежливо узнавать, стоит ли он того. Или нет. Или нет. Но мне так или иначе придется открывать всю ветку. И, возможно, даже на нем брать отметки. Но, опять же, на Ваффентрайгере мы так до отметки не доехали. Неизвестно, за сколько доедем. Ну, все равно вот эту шляпу надо вкачивать, да. И потеть на нем. Капитошка 282. У них особо опасный гачемучник. В общем, по этой карте все конкретно. Сюда ездят только лалки. Здесь слишком опасно подниматься. Единственный вариант это вот здесь вот забирать. Да, тем более от УВН и все такое. Нужно ехать только вот сюда. Ну, по сути, я туда еду. Что касается сетапа, мало ПТ хорошо, да, много мяса приедет. Есть парочка СТБ. Вот эти ребятки могут подъехать, вот эти, ну то есть. В принципе, там есть кого перестреливать. Ну и плюс взвод хэвиков, дурачки, скорее всего, будут где-то врываться. То есть нужно быть крайне осторожным. То могут заехать и зарамсить. С нами Тайпец, две Абобы, Суперкунь и Мовис отстает. В скобочках отстает. Здесь никого, значит, на моем фланге будет херово гора народу. Арточка сюда сейчас даст. Скорее всего, вдвоем. Скользко на камнях, но потому что камни в реальности такие же скользкие были. Все по секретным документам. Все исключительно по секретным документам. Вот танкует от башни, молодец. Охуеть. Мне дали вскос. Короче, запоминайте вскосы. Скосы нельзя пострелять ни в коем случае. И в таких ситуациях надо брать на автоприцел, чтобы сразу же опущенной пушкой ехать. Если вы понимаете, о чем я. Да, не срослось. Не срослось, вот так срослось. Угу. Видимо, залагал. Это норма. Это норма. В мир танков же играем, ясен хер. Убьют. Не убили, я не знаю, чем они занимаются. Мы могли бы 10 раз это сделать. Хэвика жмыхнула бабаха, будь здоров. Надо быстренько вкатывать, потому что уже все светились, да, видно где все. Дурачков на бабахах еще не разобрали. Вот я заодно танкану бабаху сейчас.
Кстати, альфочка без приколов жирненькая, надо на базу ехать. Все, кстати, в борт, я думаю, могут пробить, да, такие ребята, как, ну, тарточки вот эти. Вполне вероятно. Я поеду по внешке. На всякий случай, вдруг застану врасплох. Но, скорее всего, они сейчас базу заберут. Но тестовый сервер, тут надо брать базу. И это надо понимать, поэтому судите строго. Ну, либо они не дурачки и в качестве... А там еще один танк. Механику вообще не замечаю, вот если честно сказать. А теперь просто постреляем здесь. Революционно. Все равно на базу не успею, да? Нет. Поехали потанчим. Ну-ка. Да, господи. Да, ровно ВЛД. Ну ладно, кумулем. Кумулем не пробивается, хер с ним. Хер с ним. Там пацаны в чате ноют, что катку слили. И что? Тестовый сервер. Это же тестовый сервер. Ну вот наглядно, да? От башни более-менее. Кос. Чуть-чуть доворачивайте и вам суют. Это плохо. Это очень плохо. Этот скос, короче, не танкует. Я думаю, что там вообще 80 миллиметров. Здесь пробитие 250 не шьют. Да, единственное, что надо вот так вот стоять. Хорошо. Это надо держать в голове. Так, выглядит как жирный, да? Но во многом похож. Так, Адам, здорово. Хорошо стрима, гачи, мученики и отца-союзники. Фукамачи, здорово. Спасибо. Спасибо. Так, ну вроде статистика по стриму норм. Да. Артем, спасибо за 3 единички. Злой слесарь, спасибо за 3 единички. Босс, огромное спасибо за целый 10 тысяч. Терабайтер, спасибо за сотку. И спасибо всем за лайкосики. За 34 лайка. Пишет, что текущий битрейт выше рекомендуемого. Идите в жопу, мудаки. Поехали дальше. Поехали. А, кстати, надо посмотреть. Я возможно... Сейчас я вернусь, минуточку. Так, я здесь. Ну, очевидно, едем направо. Да. То, что там все наши преимущества можно легко реализовать. УВН и более-менее нормальная башня. Роман, здорово. Здорово, всем здрасте, друзья. Тестим новую ветку, если что. А это еще тестовый сервер, поэтому... ну, я думаю, я почти уверен, что у десятки такие же характеристики оставят, скорее всего. Либо где-то апнут броню, что как бы... Было бы неплохо. Здесь может какой-нибудь дурачок быстренький, да, подловить. Ладно. Да сюда сразу закатываться. Я зря я туда стрелял. Что он делает?
Понял. Ой. Интересно, кстати, как он жопу едет. Жопы танчит нормально, хорошо. Это нам надо. Together in my ass. Давай, давай, давай. Найс. Пизда, чувак. Вот задом, кстати, он не сильно бодро едет. Ну-ка, давайте потестим, как он танкует. Вот так вот, если. Угу, трохи танчит. А вот так вот не танчит. Вообще не танчит. Бля. Здесь ровно стоит. Ну да. Ну, короче. Ну ладно, это десятки, да. Вот так вот. 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 Ну, в общем, ромбом ВЛДХ и НЛДХ не сильно Вот так надежно вот, танчит вот так на вот, нем. вот так Да, и того на отбор-то не Вот так танчит. Вот так На вот. какой-нибудь развести Уронил можно. мыло в общественной бане, и твои шорты залетели как детская пирамидка. О, Лайк, хуяек и вся фигня. хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо, что смотрите мои поделки творческие. Храни вас Господь. Да, ну тут просто вот, да. Опять прочистили подвал за 3 минуты. Многие ноют насчет 5-минутных каток. Это мало кто знает, что скоро нас ждут бои по 3 минуты. Так, значит. Так морду и не побрел. Фукамачи, спасибо за сот. Спасибо, братан. И за теплые слова. Так, ты как профессиональный ведущий без штанов. Да. Да, доброй ночи, хорошо, стрима Артем, спасибо. Кто не в курсе, я еще и в трусах со штангой приседаю за 690 рублей. Вот, ну, правда, леопардовых. Вот, где они, неизвестно. У меня 2 пары. Одну кто-то украл, а вторая, скорее всего, в стирке, в бессрочной. Ну, блин, я не знаю, где они. Ну, наверное, в стиралке лежат. Короче, надо искать. Надо искать. Расследование назначено на выходные. Так, ну пацаны сейчас дососут. Дососут. Мне сложно сказать, стоит ли этот там качать, потому что, очевидно, есть такие тутлсы, как тот же Суперкоин, да, он лучше. Что еще есть? На КПЗ он похож. Похож. Но единственное, что у КПЗ минус 8 УВН, а здесь минус 15. В целом, блин, неплохой танк. Неплохой. Он, кстати, и более-менее едет. Что удивляет, как минимум. Но опять же, надо смотреть коллижн модель. Если у него в НЛД каких-нибудь 70 миллиметров, тогда очень грустно. Очень грустно. А если там нормальная броня, ну тогда хорошо. Кагами, здорово. На принципе, без трусов, да. Да. Именно в топе по урону, это хорошо. Поехали дальше. Ну, кстати, скорострельность вполне приемлемая. Ее достаточно. Барбарысыч, здорово! Семьен, добрый вечер. И тебе. Если что, меня зовут Семен, поэтому никнейм такой. Кто не в курсах. Это я представляюсь херена редко. Я сам себя Семеном не называю вообще никогда. Родители, спасибо. Спасибо. Let's go. Давайте будем пытаться что-то вытончить мордой. От башни, понятное дело, что можно играть.
Nothing more. Кто первый? Кто первый на фэткок? Бля, зарентгенили. Ой, бля. Фулл хп. Вот. Вот кого мы будем танчить. Лохавская выстрел вообще. Можно было и дать. Ёбаный рот. Нам. Так, куда всунул? Давайте смотрим. Я так подозреваю ВЛД. ВЛД. Да, это не борт, это именно ВЛД. Очень плохо. Значит, 415 пробить аккумулями не только лишь всегда пробивает. Вернее, всегда. Арточка терпит. Не дотерпел. Сейчас приедет 705 и будет снова тестить мою броню. Оно нам надо? Нет. А, все, не приедет. Давай, давай, ублюдок, играй. Минотаврик выехал. Я его не про... Ой. О! Хотя бы тычка мансанулась. Нас пацаны отдали жопу свои дешево. Дешевле, чем билеты на авиасейл. Ну-ка, так, танканем. Танканули. Ну, кто мог подумать, да? Он же все равно гуслю дал. Бабаха гоняет пацанов. Пану гоняет по двору. Догнал кого-то. Ну ладно, хорошо. Так, читаем дальше. Сюда комплекс выживаемости надо, либо компоновку БК в лоб вылетает. Мне ни разу не вылетел, по-моему. Ненавижу пивных джентльменов, которые на тесте на арте играют. Вот это да. Не, на самом деле, я в свое время тоже играл на арточке на тестовой серии, чтобы понимать вообще, что в голове у шимпанзе. Ну и пофаниться. Как когда ББХи на 261 на 1000 пробивали. 350 пробить, а 1000 урона. Норма. Норма. Это было в балансе. Это было в балансе. В общем, я так, знаете, что вам скажу? Морда дает где-то, не знаю, 50 на 50. 50 на 50. У Е5 морда понадежнее. Эх, так, ссылка 75 только что БК. А, ну, я не обратил. Ну, ради дискомфорта не дает, а оно где-то так ощущается, как на суперконе. Ну, вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Стрим еще только начался. Там разберемся.
Люблю этот респ, можно ехать туда, где ТТ, и играть как человек, а не как дырка в жопе. Тут клиент, если что, посмешнее, определенно. Меня вот не то чтобы смущает, меня пугает такое наличие бабах в рандоме в каждом бою, независимо, да, там на тесте, не на тесте, ну вот хера такое. Ради чего? Я поагрессивнее сыграем. У них, возможно, здесь конь будет. Да, ну и хер бы с ним. Ну и хер бы, сука, с ним. Во, опустилась, хорошо. Ну, на прицел надо ставить, чтобы не было такой херни. Фистинг мечты, конечно. Давайте поближе. Надеюсь, что бабаха никакая не подловит меня за гузлом. Кранваген, если что. Это Кранваген, ребята. Я только в НЛД стреляю, потому что это чмо вечно читерит с этой башни своей. Песня. Просто песня, да. Где-то еще одна бабаха была. Не пробьет дерьмо. Даже не выстрелил. Чучело. А этот самый обыкновенный черт. Ушел. Ох, бля, это скандальчик. Пушку попаду. Не. Поехали. Надо поджимать резко. Развернулся. Угу. Пускай едет. Ну, кстати, здесь достаточно на равных складывается гей-пати. Я думал, что он дальше будет встречать. Он оказался какой-то хитропес. Видите, кое-где, кое-как танчит. Ну ладно. Именно что кое-где. Ну ладно, сверху вниз, конечно, это не тонконец. Вы начинаете. Ёбаный, это, если что, кумулек был. Стой. Ну, ко мне в очко сейчас зайдет. Я зафейлил тычку. Мог бы дать хотя бы 6 тысяч.
Хорошо. Хорошо, ну 6 тысяч. 6 тысяч, нормик. Нормик. Да реально хороший танк. Хороший. Так, читаем комментарии дальше. Так. Сангор, здорово. Спасибо. Спасибо. Максончик, прикол сладкий. И не править навыки хай. Здорово. Здорово. Ворон, привет. Нихао. Хау нихао. А как эта гидроподвеска работает? Я 5 лет не играл. Есть СТБ, но там не понял. Короче, ты просто вот подъезжаешь, опускаешь пушку, она где-то до минус 8 УВН опускается. А дальше медленно опускается. Типа гусеница опускается. Вот. И она включается только когда медленно едешь. Есть еще другой вариант. Ты можешь взять на автоприцел кого-нибудь, и она автоматически, ты будешь подъезжать вот с горки, она уже автоматически опустится, ты выйдешь и там как бы скипнешь автоприцел, выстрелишь. Так вот. Вот так вот она работает. 6К дал, просто мужчина, да. Да, ну на тестовом сервере-то, кстати, что-то такая психоделика, да? Ну, здесь я просто имбовал, я от башни отстреливал граждан. Тут ничего такого талантливого не было. А когда, собственно, их ведут, вечер добрый. Это тест только вышел, это первая итерация. Я думаю, что в конце месяца в лучшем случае. Вот, так что можете еще копить свободку, кому сильно надо. Не надо, не надо. Автоматически включается. More and more. У тебя танк наклоняется, когда у тебя скорость меньше, если у военных какая-то. Да. Да. Всем привет, Легенда 77, здорово. Ну вот. Вот. Поехали дальше. Слушайте, ну артуханчиков вообще практически нет. Короче, по итогу что? От борта он не танчит. Мордой кое-как может танковать, но очень плохо, неубедительно. Да, то есть у нас складывается такая ситуация, похожа как у Кронвагена. Ты только от башни божишь, а в иных случаях что-то надо придумать. Я не один тут, смотрю тебя, я с котом. Коту привет. Вот подергай его за ушком. От меня. Здорово, гей, как проводил старый декабрь. Граф, здоров. Ну, как бы норм. Норм. Подбухнули, потанчили под гачи ремиксы. Вот как бы и проводили. Я еду в город, я думаю, что нам мне не надо. Movie Star. Блин, ну вот ВЛДХ 170 миллиметров под таким еще углом нехеровым. Хотя тоже там где-то миллиметров 250 походу. Не отстрелялся. Где-то 2 тайпа будут кататься, да их ловить. Просто сдули. Где тяжи? А ну, малыш, давай. Свой эйнал подставляй. Тяжи не явились на каточку. Либо они на той стороне, все. Говнари. О, бля, нихера себе там яму добавили. Ёбаный рот. Слушайте, а не слишком имбовый респ у них получается? Я тоже так думаю. Самое главное, нахера им. Вот им-то нахера.
Может будет рваться. Да, надо это не прощать. Секунду подумал, что по мне арта стреляет. Вниз. Перпетто. Знаете, мне танк нравится. В нем ничего супер имбового нету, ну ладно, кроме ОВН сумасшедших, да? По мне стреляли. Но он как бы это comfortable. И это по сути главное. Не знаю, кого так светит легко. Мыслим. Офигеть. Просто в поле. Я его не пробил. Угу. Надо запомнить. Пошла. Бродяги нам базу берут. Опа. Малиновый босс. Будем стрелять по КД. Надеюсь, что нам базу не заберут. Значит, это будет скандал. Капитан Скандал. Непонятно, почему он не сейвится. Вроде на дом дала, да, а он за ним не стоит. Слышал подсказку, какой молодец. Ситуация мечты. Ситуация мечты. Всем по жизни такого же веселого расклада, да? Ну вот единственное, что птичка не заходит. Видишь, он меня не увидит. А теперь мне бы как-то это... Ладно. Мне сейчас тайпы будут рвать в борт. Да, да, опять в НЛД, слушайте... В НЛД, короче, НЛД без брони. Вот в чем проблема главная. В башню пробил. На 900 фугасом меня жмыхнул в бортик. Но я его так не просуну. Слушайте, а он вот, кстати, в бешеный угол такой, да? Ему вообще не дать. Борт было видно, можно было просовывать. Короче, он даже ровно когда стоит, ему можно в скос сдавать. Прикольненько. Прикольненько. Так, самое главное, чтобы не было никакого гейса, чисто мужской секс, не да. Да. Чисто гетеросексуальный секс и не более. А сейчас качаем, мол, я не с человеком, а с животным. Да я понял. Я тебе сказал, подергай за ушко. Так, только завел уже, жалею, обои, диван, тоже минус, вся рука в царапине. У меня когда был кот, он тоже царапался постоянно. Ну, мелкий рос, я, короче, так понял, что он не понимает, что это больно. Я, короче, тоже вот так когтями гладил, и ему не нравилось, он понял, что это больно, и перестал выпускать когти. И кусаться тоже. Со всей силы перестал. Так, Никита Филатов, здорово. Вождь, блин, на лицах. Здорово. Евгений, здорово. Прям бой. You touch me, трулала, да. Да, и если бы этот пес меня не спалил, да, и было бы кому подсвечивать. Пацаны отдались дешево. Можно было бы стрелять по КД. Голова кабачок, пацана никнейм. Fuck you.
Значит так, Фука Мачи, спасибо за сотку. Артем, спасибо за 3 единички. Злой Слесарь, спасибо за 3 единички. Босс, спасибо за 10 косарей. Терабайтер, спасибо за сотку. И спасибо всем за 51 лайкосик. Ну, блондин зашел и все. Пацаны не явились на бой. Давайте мы попробуем концепта качнуть британского. Что он из себя представляет, да? Его там в очередной раз апнули. Концептуальная концепция. По заветам гей-гейминга. Living in a 15 million. Покупаем. Так, давайте с Центуриона пацанов посадим. Вот так вот. 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 Вот такой вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так. Так. Валерчик, здорово, спасибо за сатен. Спасибо, братан. Так, значит. Давайте мы тоже мощный доглатыватель поставим. Ну, турбина есть, нахера, думаю, ему не нужна. Винтишлюхтер. Что еще поставить на него? Хер с ним и стабилизатор давайте. У него вроде стаба и так имба, но как бы... И чё, и чё. Давайте тут пускай будет. Экипаж машины боевой. Пускай будет. Поблюем. Поехали. Так. Катал на Type 63. Это который прем? Да, катал. Чет перков мало у экипажа на концепте. Да, вроде норм. Сейчас Центуриона. А ему мало шумка нужна. Ну, да, кстати, у него маскировка херовенько, да. Правильно. А Фукама трубы. Не, ну. Маскировочную сеть надо поставить. Мне кажется, у большинства танков надо срезать маскировку. Слишком жирная. И неправдоподобная вообще. Нихера себе он... Капец, так он слишком маневренный. Что людям не нравилось. Офигеть, ну резвый вообще, будь здоров. Что не по альфе? 430, шалить. Шалить. Он слишком маневренный, пацаны, я вам серьезно говорю. Ёбаный рот, секите. Меня просто перекосоебло этих бомжей конченых. Ясно, я понял. Он слишком маневренный. Я серьезно вам говорю. Ну прям реально надо привыкать. И к скорости полета снаряда тоже. Да не, нормально летит. Такое ощущение, как будто около косаря скорость полета. Поехавший. Он, видимо, не понимает, что я не ебрик совсем.
Не пробил. Выпал броню. Ну. Потому что, ну, он, конечно, очень быстрый. Правда, непонятно, какой с этого толк. Видел меня или нет? Видел. Да, на изи он ВЛД шьется. Шьется в ВЛДу. Ну, что-то плохо, значит он не танчит вообще мордой. Бля, это минус. Это минус. Ладно, против восьмерок сойдет, конечно, но это все равно. Я надеялся, что он хотя бы мордой может что-то втанчить. Но, видимо, не в этот раз. Ну, так маневрировать он не должен. Огромная машина, она, ну, вот секите. Да уж, реальность, в которой находятся разрабы гейминга, конечно, далека от реальности, в которой нахожусь я. Мое почти не среагировал нормально. Так вот подлавливать, конечно, можно со всей силы. Поехали быстренько по первой линии. По нулевой линии проедем на базу к ним. Ну, короче, маневренность чисто отъебрана. Не то чтобы пугает, ну это просто идиотия. У меня нету интуиции здесь. Я не пробиваю гриля. Ой, иди нахуй. Пинчелыжное животное. Должен резко затормозить это. А что ему дали ДПМ троху? Ну пока ко мне бабаха не приехал, могу делать грязь. Да. Веселенькая кисонька, что-то сказать, да? Карточка не попал. Пила. К нему едет танк. За в упор приехал, секите. О. Давайте берем. Будет обсирать еще всю катку нам. Хера себе попадаем. Ладно, артовода базара нет, он как бы точность от леопарда на арте. Покон веков. Да, да, приехал чучело. Пол хп был, весь бой на деле не просидел. Ну да ладно. Да, я, конечно, нахапался, да, но раздача произошла. Это нормик. Так, жду, когда на стриме будет играть E-Type. Периодически играть. Он слишком маневренный мужчина, а вы дел доберете ли? Да уж, ну концепт прикольный, конечно. Прикольный. С леопардом, наверное, хер сравнишь. Ну, опять же, что-то есть. Что-то в нем такое прям интересное. Тайп, допустим, с ним все понятно, да, он... Я думаю, что его с КПЗ даже тяжело сравнить, потому что КПЗ мордой танчит, если там мантить все такое. Он очень опасен, а здесь мордой не танчит, бортом он не танчит. Только от башни играется.
как бы, спасибо, папаша, да? И то, кстати, от башни условно такая сиська здоровенная. Спасибо, ребята, за 54 лайка. Round and round you can have one. Я Синхера еду танковать от башни. Единственное, что по 2 арты. Это чревато. Короче, что по итогу? Если бы у него была морда хотя бы 180, да, и НЛДХ, судя по всему, в НЛДХ вообще нет брони, то она под бешеным углом и все равно она пялится. Он был бы охеренно неплох. А так его пялят в ЛД постоянно. И это грустно. Значит, что у них особо некому посмотреть. Ну ладно. Зато надо все равно ловить за гузлом. На изи. А, НЛД видел, я понял. Это арточка. Вот. Короче, у него еще и башня не супер надежная. Да уж. Вот пацаны, которые на Годзиллах играют, это вот просто неизлечимые люди. Что даже на тесте, да, казалось бы, он все равно и на базе за камнем постоять. Не, без научника никуда не поехали. Хотя, хули, нет, поехали. Поехали, пока отремонтируется, да? Глядишь, уже подъедем. Во. Можно вот этого зарамсить, и этот Лёшка, если поживет хоть немножко, а то тогда, да, тогда, может, мы постреляем. Здесь можно даже от башни выехать. Сюда! И очень неожиданно и приятно. Жопа дешевая еще. Пошел. Но орудие приятное. Это да. И, ну, получается, раз уж у нее такая смешная ВЛДХ, он все больше и больше напоминает СТБ жирного. Но мелкий просто взял и уехал. Ну вот по-вашему это нормально? Нужно было дать, но...
В жопу. О, вот концерты эти, кстати, смешные. У них скосы такие на башне есть, которые весьма читерские. Я очень часто их туда не пробиваю почему-то. Вот скосы у них надо забирать. Это да. Обойдутся. Но он свалил. А, не свалил. Не свалил. Да уж, ну хорошо. Так. Так, хардкор, здорово! Ох, бля, так. Так. Как тебе новый крысотяж Япония? Стоит качать? Какие аналоги лучше? Мне кажется, его можно сравнить с КПЗ, да, который в коробках был, но КПЗ ощущается получше, что самое смешное. Этого тайпа все-таки пялит в ЛД. Да, у меня была надежда, что он будет танковать в ЛД, по крайней мере, в такой угол, да. Тут еще НЛД под таким бешеным углом, но на деле его и сюда суют. Поэтому хер его знает. Но в целом он ощущается нормально. Он действительно неплохой. Но как бы броня не дотягивает, к сожалению. Ну и плюс эти вот скосы, даже когда он ровно стоит, походу в эти скосы тоже суется. Я пару раз наводил прицел, и там был зеленым горел, видимо, здесь тоже 80 миллиметров, что капец. Ну и сюда вот тоже просовывается. Я вот в этом бою давал вот сюда куда-то. Да, то есть по итогу он, броня у него немножечко не дотягивает до того, чтобы быть за БС. Ну и хер бы с ним. У него зато достаточно комфортная пушка есть. УВН, он достаточно подвижный, это уже неплохо. Так, Годзиллы на базе, это бонус к урону, да, есть на такие пойдем. Но вот у меня 30-50. Я вообще не жалуюсь, очень хороший видеоха. Вот и новый шорт под двойзали, да, хардпор. О, I'm sorry, да. Папа, здорово. 3 вертушки, да. Когда должна быть норм, главное не из-под майнера, да. Да. Вот эти 30-50, они, по-моему, специально так сделаны, чтобы майнить нельзя было на них. То как бы... Я поэтому и взял. Поэтому я... Или 30-60, я не помню, какой у меня там. Так. Так, твое мнение про Брита стоит брать? Блин, он хороший танк. Хороший танк. К нему, безусловно, надо привыкнуть, потому что у него своеобразный маневренность, но в целом 430 альфы, внятный ДПМ, да, ну и плюс он мега быстрый, и вы будете крысить по КД. Так что он очень ничего. Очень ничего. Если до этого его забалансили так, что у него не было ДПМа, да, то сейчас он, судя по всему, могет. Так что танк хороший. Танк хороший. У графиков вроде не было проблем с дросселями в плане надежности. Им хуже, у них фазы питания не защищены. У меня сегодня, кстати, вебка чуть не сгорела, закоротила с нихера. Вот, вроде постояла, заработала. Так, значит, Валерчик, спасибо за сотку. Лукамачи, спасибо за сотку. Артем, спасибо за 3 единички. Злой следствие, спасибо за 3 единички. Босс, спасибо за целых 10 косарей. Земля пухом твоему корешу. Терабайтер, спасибо за сотку. Ну вот смотрите, едет Ебрик, едет моя ведерко. Как, ну вот и маневренность вот эта вот сумасшедшая. Вот как можно такой маневренность давать? Я, блядь, не понимаю. Что там?
Ну, заебомба. Я рискую еще один бленд поймать. Короче, меня так легко пересвечивается. Да, и Сан и КПЗ мне всовывает вообще по КДМ. Кого-то КПЗ. Надо отъезжать. Слишком скользкое место. А меня еще и пересвечивают. Ну, вообще это смешно. Просто смешно. Будем пытаться всунуть в тайпа. На в тайпа мы не всунем. Да, там щелки все-таки нет. Неплохой выстрел был. Тоже был неплохой выстрел. Но кому бы не похуй, да? Ой, блядь. Вот за счет динамики адской, я, кстати, может быть, успею на базу свалить. Единственное, что у меня нет маскировки. Весь план может утонуть в подливе, да, меня видели, пиздец. Только надо дергаться, как чуханоид. Бля, ну это пиздец. Ему переапали подвижность, ну так нельзя. Не по-христиански. Жесть, они сейчас нас просто расфистингуют в поле в этом. Короче, они переапали танк. Я вам серьезно говорю. Не просто, блядь, переапали танк. Ничего личного. Землю. Ладно, может не так и переапали. На 600. Ну это норма. Жесть. Да. Я его таранил, что пиздец. Месть сейчас будет. А, не будет. Ну вот, пожалуйста, да. Хорош.
Мне, знаете что, я услышал, что полетело торты, и мне хватило времени со старту рвануть и не поймать старты. Такие вот пердаки, ребята. Катка не выиграна, потому что у них Мантикока живая. На этой карте это как бы имба. Мега крутой танк для профессиональной крысы, вот что я вам скажу. Я поеду досасывать, мне все равно, победим или нет. Я хочу кого-нибудь сунуть, да и все. Хорек. Заебомба, он свертухи мне дал, убил. И это дерьмо здесь оказалось, ну бывает. Хер с ним. Хер с ним. Так, читаем дальше комментарии. Чай кину комплектующие, оцените мою отсталость. Сойдет ли для танков? Так, привет, самому лучшему стримеру, удачи в боях. Игорь, спасибо. Спасибо. Лиан, Лан, Холл, я не знаю, что такое, Супер Флауэр, Платинум. Ну это блок питания, нехеровенько. Wi-Fi. Это, видимо, материнка. У меня вроде бы такая же материнка, братан. Что-то похоже очень. По Ryzen ни хера не знаю, но судя по цифрам, будь здоров. Короче, в танке можно играть. На минималках точно сможешь. Рейн, здорово. Пойдет для... Да. Качаю концепт. Да, танк очень неплохой. Очень неплохой. Даже сказал, яркий. За счет подвижности и маневренности он вот в этом его имбовость теперь. Раньше у него бешеной подвижности не было. Так. У меня комп еще купленный на комиссионке за 1500 до сих пор играю. Я брату отдал свой старый комп на РП. Михаил Друз, здорово, как дела, брат? Ну вот на тестовом сервере играем, во-первых. Во-вторых, у нас один гражданин помер, да. Мы сегодня почтили его память. Я даже немножечко прибухнул. Что еще? Ну и у меня 2 выходных, если коротко. Благодарю за внимание. Пожалуйста. Насвечивай еще. Поехали дальше. Не, знаете что, надо на топе играть. Кто увлекся. Я увлекся. Don't suck the night. Утес, нихера себе, он у меня в бане. Ну тоже нет премиум аккаунта, да, поэтому так. За него, брат, давай, под пивасик сегодня. Но я выпил немножечко, знаете, что, вина. Где-то грамм 200. А в нем градусов, может, 15. Пиваса не было. Хотя охеренный никнейм. Под пивас ник. Поехали на центр. Нам. Тупорылая карта бесит адски вообще. Если бы хотя бы вот эти прострелы идиотские закрыли, может быть, можно было бы как-то играть. Бомба.
На изи, блядь. И все в этот скос, кстати, дурацкий. Ну да ладно, здесь закатком брони вообще 0. Нет, понимаю. Ну как вы так играете, ублюдки? Ему просто никто не дает даже. Во, пожалуйста. Пожалуйста. Вот концерт едет как ЛТХ. Это вообще как? Трезво или не? Нормально выстрелил. На изи дает. Все тычки в НЛД, кстати. Да. Да. Я обосрался с выстрелом. Слишком рано на кнопочку нажал. Вошло. Не пробил. Чепуха. Ему даже не просунули. Я про этого дебила вообще забыл. Ну да ладно. Кому бы не насрать. Так. У моего брата ник пивком разогнался. Удачи, братан, топник. Да и нафиг атаками новых за не хватает для оттопа с головой. Я вот думаю, воду брать или башню. Денис Бурдин, здорово. Корбан автоприцел берет перед выездом, так быстрее. Ну, я знаю, может так делать, да. Правильно ставить запятые. Увлажнение. Да. Красавчик. Все, прочитали. Ну, поехали на концерте. Ох, бля. Ну, ничего. Ничего, нормально там. Ничего сумасшедшего нету, он как бы он неплохой, у него нормальная пушка, подвижность, все такое. В принципе, неплохая броня. Да. Ну ладно, броня чуть-чуть не дотягивает, но в целом пойдет. Нормально забалансили, я ничего не скажу. Даже пробитие 330 дали, молодцы. Обычно они ссыкуют большое пробитие давать. 330, то в принципе неплохо. Еще и на камулях. Вот концепт для открытых карт каких-то, либо где-то, где надо перекатываться ловко, он прям очень неплох. Слушайте, поехали, мы сюда заедем, и вот сюда будем целить. Может, кого-то подловим. Посмотрим вообще, что за прострел, можно ли так делать.
Где-то вот здесь, да? Я, значит, так, наверное, нельзя. Просто не смогу свалить, если что. Ебать, как я зафейлил. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, ну идея была неплохая, жаль, что говно. Правильно понял, он будет так стоять дальше. Поехали, Лёша. Ой, тихо-тихо-тихо. Теперь можно пялить. Офигеть. Крысиный патруль. Крысиный, сука, патруль. Ему насрать вообще. Жопой торгует и все. Хлебом не корми, дай жопой поторговать дешево. Ну уж. Это не что иное, как грязная грязь. Ему еще дали ДПМ, это просто фатальная ошибка. Айо, айо, айо. Угу. Поехали как-то базу десить. Знаете что, я починил колесо, и у меня как будто это... Как будто не починилось. Физика не работает. Интересно, будет на меня шеридаун или нет? Собирается. Здорово, а где альфа? О. Ему надо по-хорошему отъезжать, там барабанные танки. А он какой-то хуйней занимается. Так-то лучше. Просто ошалеть. Просто ошалеть. Нельзя такое давать подвижность такой технике. Или хотя бы ДПМ. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Yes. Вот так вот. 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 Вот такой вот. Покемачи, спасибо, родной. Вот так вот. Вот так вот. Трек можно заказать. Поставь плиз Dragon So Untaga Instanинли. Да, можно. Но если что, там при донате в описании можно вставить клип, ссылку на клип с Ютуба. Вставляешь, и клипец прям на стриме играет. Прикольненько. Спасибо, братан. Так. 2К на арте, а первые 3 минуты боя все равно еще. О, бля. Старты горит, решил тоже. Здорово, танкист, подскажите, пожалуйста, танк ТС стоит потеть. Нет, так потеть на него не надо.
Там фигня за стрим фармлю. Дмитрий, здорово. Здорово, который Вишневский, здорово. Так, сэр Артем, здорово. Как называется Ирина? Урина Чертонта надо называть. Так. Вот эти карта под нас. Ну что, хайпанем немножечко. Да. Но. Оп. Я думаю, что 50 бэк будет быковать. Да ему насовывать. Как градус в крови высокий. Она просто песня. И он еще и не словится. Маус красава, вот просто мужчина. Ну, мужская игра демонстрируется у него, молодец. Меня просто отсюда могут сунуть, поэтому я не откатываюсь далеко назад. Ступили маус. Ничего личного. Ну, нам рано или поздно порвут просто здесь. Да. Трусы уже на полпути к тому, чтобы быть сорванными. Да. Да, ну вот они просто выезжают на покер и перестреливают. Наши Алексы им дают. Вот и как бы и вся катка. 50 бека пялил только я, больше никто не пялил. Пожалуйста. Пожалуйста. Все, что нам нужно знать об игре на этом. Во-первых, с этого респа. Да, потому что вот они как раз могут с той стороны нагреть, наши почему-то не могут себе такое позволить. Вопрос почему? Так. Так, 90к осколков, пора фармить альбом или еще ждать? Фарми, конечно. Конечно, фарми. Я уже 2, кстати. Жмыхнул. Урина Черонта, танк Туов. Налоги оперативной опасности. Чертонта. Надо говорить Чертонта. Сергей Быков, здорово. Да, это тест. Любой может зайти, скачать, поиграть. Как скачать, не спрашивайте, лучше загуглите, там все сложно. Там непростая задача, я бы так сказал. Какие-то ссылки там надо искать, все такое. Давайте мы позвоним госпоже. У меня рабочий день 8 закончился. Ей тут идти хер да ни хера. Она, видимо, не смогла найти дорог. Ты не заблудилась там? Да. Что ты, где ты шляешься? Да, а где ты до этого была? Не туда свернула? Ну ты ключи забрала хотя бы? Да, молодец. Ну ладно, все. Что ты не лох? Аня не лох. Мы ошиблись, Аня не лох. Все. Да, ну все, иди домой. Так, извиняюсь. Табатон это лайк, да. Да, Урина Хеленвронте. Да. Да. Ну, глумиться над хромыми нищими легко. Фукамачи, спасибо за сотку. Валерчик, спасибо за сотку. Фукамачи, спасибо еще за сотку. Артем за 3 единички. Злой слесарь за 3 единички. Босс, земля пухом твоему корешу, спасибо за целых 10 косарей.
Терабайтер, спасибо за сатан. И спасибо всем за 62 лайка. Молодцы. Молодцы. Ну, едем, да. Давайте мы восьмерку попытаемся купить, да, и сыграть на ней парочку боев, говорят. Он ничего, но я думаю, что нас просто не пустят в бой. Просто не пустят в бой. American Troops. Так. Мгм. Сейчас мы снарядимся быстренько. Так, вот пускай будет. Это херь. Здравствуйте. Ну, минутки 3 подождем, будет ли оно запускаться или нет. Мне кажется, ни хера не запустится. Но и на девятках, и на восьмерках всегда одно и то же. Мало народу. Уже прошли те времена. Как раз таки и вопрос к тому, что да, там гейминг ботов все такое запускает. Ну. А и где боты хотя бы здесь? Либо, да, там на 6 левелах в обычном рандоме. Так. 5 левел имба. Играл или не играл? Не играл. КВ 202, да. Артем Донецкий, здорово, всех с наступающим. Всем мира и мирного неба над головой, вам всем вашим родным и близким. Спасибо, братан, и тебе также. Держись там. Держись, мы все за тебя. Так, Артем, я как читатель и наблюдатель благодарю тебя. Также взаимно. Спасибо, ребят. Спасибо за поддержку. А, ведь он не запускается. Ну ничего, на основу выйдет, на основе поиграем, да? Что там? Да, я экспоненты купил и под них вас. У тебя тоже экспоненты. Ну там вафли есть. Черноморские. Ну я не знаю, сметану с сахаром еще. Короче, не запускается, видите. Никто не играет на восьмерках. А лето очень жду, будем фиксить. Так, всем тоже спасибо большое. Короче, не запускает. Не запускает. На тестовом сервере это практически нереально, к сожалению. Да, блин. А были времена, когда, да, там на шестерках можно было на тесте поиграть. На восьмерках, на девятках. Грустненько и кисленько. А сейчас даже не это... Нигде новостей нету, что тест вышел, все такое. И со своей... Да, да. Живет у меня, работает, трудит. Ест мою еду. Налево поеду. Будем реализовывать УВН. Мне что-то кажется, знаете что, ему, возможно, подапает где-то броню. Он как-то так сильно опасность не представляет, да? Может, ему хотя бы ВЛД апнут. Ну, типа, он будет пялиться в НЛД, либо НЛД апнут, да? Он будет пялиться в ВЛД, зато в НЛД не будет.
Будет придавать некоторую пикантность. И баланс его не губит. Так. Я фиксер, жизнь уже наказала, кто знает. Вот, я, честно говоря, не понимаю. Вот на тесте можно, мне кажется, играть на арточке, да, а нахера в обычных боях на арточке играть, это я не знаю. А здесь мало танков. Будет кабачковый крах. Я дал сбор. Да. Повезло, что не было там Якина. Он мне быстро объяснил. Да, господи, да, надо было все-таки автоприцел нажать здесь. Вот здесь, да, надо было. Короче, видимо, японские инженеры ни хера про курсовые углы не знали, поэтому он так легко пялится вот в эти вот всякие косы, да, и прочие приблуды. Бля. Раньше я ему не дал. Да, скроется. Скроется. Кстати, вот прям в каток его не суанешь. Видели, там красненьким горит. А если что, вот так вот делать на автоприцеле, оп, выкатился. Тут уже погребальный секс. Тут уже погребальный секс. Ебать, как он дал. Что это дерьмо? А, мне бы его добрать как-нибудь. О, ладно. Тоже здорово. Так вот. Вот так вот. Так вот. Вот так вот. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Блять, откуда ты взялся, вот так вот. параноид? Вот так вот. Все, я спать пойду. Хорошего стримчанского. Сухих Давай, братан. мужицких ладошек, и чтоб все было вот так вот. С увлажнением. Вот так во. Мне еще движок сломали. Бля. Ёханя! Вот он всю карту обосрал мне. Я бы мог здесь сидеть и настреливать со всей силы. Хороший музончик. Very nice. Покемачи, спасибо, родной. Ждем, когда дососут. Надеюсь, ниже будет называется музончик. Так. Я с женой расстался. Такой-то у меня Новый год. А у меня тут в том году тоже я с женой разошелся. Новый год я встречал один, а в марте окончательно развелись. Ну и здорово, кстати. Мне понравилось. Так, салам алейкум, Dungeon Master. Курик, здорово. ВЛТ, например, сейчас попал в ББ, ладно, где. Долбиться в танке придется много, мне надо за 3 недели на файле 65 миллионов кредитов, надо все хреновым. Папаша, нормальная цель, нормальная цель. Может взять вкусной еды, да, хороший музончик врубить. Спокойно катайся, парни. Надо мне тоже, знаете что, мне надо, наверное, запускать стримы на премах.
потеть на отметку на К-91, 122, да, заодно мы и нафармим. Прикинь. Я сегодня на нем поиграл, не попадает ни хера. Только тычек пылится. Просто ужас. Тарков долбить. Я много слышал про эту игру, но ни одной катки не сыграл, даже, наверное, ни одного стрима ни у кого не видел. Только там онлайна, кстати. Ну норм. Ну норм же, да? Не сгореть бы на P58 сегодня сессия. А когда она хорошая? В декабре. У меня вот что не стрим, не знаю, какая-то психоделика. Вчера вообще жестко было, и позавчера тоже было жестковато. Поехали тяжелее ловить. Стабильно 20 тысяч, ты... До 20 тысяч онлайн, да, стабильно. В прошлый раз было 3000 среднего уровня. Но смотрите, допустим, здесь 2000 онлайна, да, на тестовом сервере, и бои очень исправно запускают. Да, вот, например, в Армате, там по 5 минут пацаны каток ждут. Там, походу, онлайн человек 200. Heartmaker, Dreammaker. Да, Лёшка поехал сливаться. Даже не чекнул. Он даже не чекнул. Бля, немножечко не опустилась пушка. Сзади бранч. Не по мою жопу. Маус неизвестно где. Крылся где-то. Ну. Господи. Кстати, видели большой угол? Он меня не прокинул. Помылем. Это здорово. Ну, полный беспредел на карте происходит. Полный. Зря я тебя вкачу. А, не, все, поздно. Дробину вкатил быстрее, ему все равно не напросовываю, да? Надеюсь, что мои союзники поучаствуют в бою. Вазик пососай тонк. Хорош! Я затупил стычкой. Я думал, он еще дальше проедет. Я мог давать ему в борт. Другое дело. Поехали на них.
Ну, нормально, слушайте, вот в ЛД, он, кстати, на изи меня не пялил. Не сосет. Не сосет. Нам. Да, с базой мы ничего не решим. Доехать дефить. Кренделек. Кренделек потешный. Не фестуется никто. Его пидор перекатил, это найс. О, это тычка. По трусикам сразу же вперед уехал. Ну все, мы слились успешно. СТХ где-то здесь должна быть. А, он просто берет базу. Угу. Просто здравствуй. Просто сексом лет. Ну, не особо, он неубедительно танкует вообще. Скатывает. Ну дайте еще тычку дать, господи. Не дали. Ну ладно. Ладно, хороший настрел, да, для такого-то дерьма. В самый раз. Минуточку. Минуточку. А, господи, понаписали. Сейчас мы прочитаем. В Таркове по 40 минут и на докатке ждем. Ошалеть. Это плохо. Это, ну это дерьмовенько, да? А я думал, игра популярная. Жаль, что Бона быстро кончается, на танк вынужден, когда перелагает. А ты War Thunder не пробовал? Ну, я бы был не против поиграть. Для меня, честно говоря, это больше по душе, когда вот такой реализм, все такое, да, там. Но поскольку я всю жизнь играл в мир танков, и там и кое-чего достиг, то я играю в то, что умею. Вот, ну и мне, честно говоря, они больше нравятся. Во многих аспектах. Вот, но я бы, честно говоря, не отказался бы совмещать, допустим, Gate Thunder, да, играть, и танки. Вот. Единственное, что меня смущает сама себе обстановка Gate Thunder, да, там самолеты, все такое и так далее. Вот, кстати, в авиасимуляторе я бы поиграл, всякие ДКС и так далее, вот это вот для меня прям. Это прям для меня, ну, как бы, ну да ладно. Всякие гонки я бы поиграл по стриму. Много, я бы, честно говоря, согласился вообще любую игру стримить. Просто что, понимаете, и у меня вся аудитория танковая. Соответственно, будешь играть во что-то кроме танков, онлайн будет крайне низкий. И оно никому не надо будет, кроме меня. Да как-нибудь потом, когда у меня уже будет там хотя бы 500 000 подписчиков, тогда, конечно, можно играть во что угодно, тебе все равно будет смотреть. Но это как бы не сегодня. Так. Что можно сказать про этот танчик? Он, ну я уже говорил, он неплохой, да, у него отличное орудие, да, несмотря на то, что механика ради механики. У него бешеный УВН, неплохая подвижность. Вот. Из минусов у него броня не дотягивает, у него вот этот ВЛД и НЛД, она по сути для там против 8-х левелов, да, и там ББ 250 пробития. Короче, 250 пробития танканет, голду не танкует. Вот эти вот скосы смешные, даже вот ровно когда стоишь в скос можно просунуть. Там, скорее всего, 80 мм. Но я не видел коллижную модель, поэтому уверенно не скажу, но, судя по всему, да. А вот в эти точки просовывается, когда от УВН стоит. Кепка очень жидкая, легко пробивается. В маску ПТ-10 рвут. Будь здорово. Короче, по итогу... Но он реально неплохой. Да, но вот броня кое-где не дотягивается. Здесь, допустим, КПЗ, да, с которым можно сравнивать.
Но КПЗ такой танк, что у него НЛДХ часто рикошетит. В районе ковша пробить практически нереально, да, хотя вот здесь вроде как показывают, что можно, но на деле нет. Вот этот скосик тоже попасть сложновато, да, вот эти вот области, да, она шьется вроде как голдой, но если ты дергаешься как паралитик, она уже не шьется. И на деле мы имеем такую херь, что вот он едет и вот с ним он дергается, да, там, если вы на нем правильно играете, да, вот вы дергаетесь, мордой там мансите, да, там в такой угол, кстати, может танкануть, да, там НЛДХ вот в такой. Он реально танканет. Японец не танканет. И по итогу мы имеем... По итогу мы имеем танк, да, здесь, ладно, здесь минус 8 УВН, а там как бы не минус 8. На деле он неплох, он достаточно универсальный, ну как бы есть танки получше, объективно. Вот даже КПЗ, кстати, он, наверное, будет более универсальный, потому что там больше можно пользоваться броней. Вот минус 8 УВН вполне достаточно, здесь их минус 15, ну как бы думайте сами, решайте сами. Так. Александр Савельев, кстати, здорово, что-то я не поздоровался. Ну, очень жесткая новичка. Ну, может, как-нибудь я постримлю. Так, фармлю 23к, потом начну оборотку выкупать. Красава. Energy Pro Days. Pro Days знаю, но он стабильный хотя бы. Таркове тоже топовые сборки, FPS хреновые выдают. Ну, игра молодая, наверное, поэтому, да. Так, оптимизация и вечные рассинхроны, не зависящие от качества твоего... Действительно стабильный бывает момент. Ты про таков или про... Но игра интересная, очень графика. Таркове наиграл 20 тысяч часов, очень тяжело. Ошалеть. У меня в кросаут. Но если ты не дурак и не будешь... Благодарю. Много стримеров по танкам катает еще и в PUBG. Да, но вот мне, честно говоря, в PUBG не хочется играть. Такая какая-то попсовая. Мне кажется, это игра для школотрон. Но, возможно, я ошибаюсь. Да, как бы, на самом деле, вот, если собираешься стримить, надо стримить вот что-то такое, во что ты можешь играть, да, а не во все подряд. Тогда проще набирать аудиторию и все в этом роде. Я когда начинал стримить, я тоже думал какую-то новую игру, да, там либо просто новые игры стримить, но это путь в никуда. Это путь в никуда, по крайней мере для старта. Так, ага, молодая 7 лет, ошалеть. 7 лет в тесте, нихера себе. Время летит. Но вот PUBG, сколько ему лет? Вот PUBG, наверное, точно лет 7. Даже больше, может даже 8. Ну что, let's go. Потом госпожа делать. Пойду сейчас чекну и верну.
Так, я здесь. Все прочитал. Ну, погнали. Погнали дальше, будем тестировать. Да, а что там еще апали? Кто шарит? Я, честно говоря, почти вот не видел. Если хотите, мы на чем-нибудь незнакомом сыграем. Да, по сути, знаете, наверное, интересных танков-то и не осталось. Ну, давайте Е3 качнем. Хотя, кроме шуток, его, наверное, можно и на основе вкачать скить. Это 8, да. На 8 все пушки открыты. Да, и 10. Ну, на Е4 возьмем 100%, да, а потом, может, и на Е3 поиграем. Фэтбой. Фэтбой. Сейчас, минуточку. Население переобучим. Ой, вспомнить бы, где боновая турбина стоит. На чифе. На чифе. Сейчас. Сейчас. Ратата. Если на нее турбина, ну ладно. Не будем возвращаться, да? Как человек соберу его, да и все. Ну. Во. Поехали. Так, все, брат, го на сотке. На Е100 или на тесту ЛТ? Здравствуйте, всем мира и добра, Вячеслав, приятно, рандом. Владимир, спасибо, спасибо, и тебе не хворать. Спасибо, друзья. Пукамачи, спасибо за 300 рубасов. Валерчик, спасибо за 100. Артем, спасибо за 3 единички. Злой слесарь, спасибо за 3 единички. Босс, спасибо за 10 косарей. Терабайтер, спасибо за 100. Заодно пощупаем голдой Type 81. На Е100. Ну давайте катанем на Е100. Давно на нем не играл. Эх, вот тут, наверное, голдой вертят вверх. Ну, хотя в башню не особо будет вертеть. Я на Е4 там не каждый раз его пробиваю в лоб. Хотя, казалось бы. Казалось бы. Ну уж нутрицион, ладно. Ладно. По-хорошему тоже Е3 30 км это до хера. Максимум 25 должен ехать. Е3 голдой пялит всех и все, да. Это да. Ну вот такое же пробитие на Е4 голдой. Я вот буквально, когда там позавчера был стрим, сотку в башню не пробил. Но она подвернута была троху, но не срослось.
Как бродяги поджались и сразу же всех ХП разосрал. Waiting. Ой, дерьмо. Оп, в землю. Ну-ну-ну. Че, поторговал жопой? На бис. Потом бы убили. Да ё-моё! Да уж, Е3 пялят все и вся голдой, но есть нюанс. Ну ладно, вот он от УВН стоит, да, действительно неплохо. По крайней мере, маска хотя бы насквозь не шьется. Вот так шьется. У нас попки танк. Пиздец. Сразу же 2 крита. Ему насрать. Ну правильно. Правильно, бля. Вы видели, как тычка летела? Будет кошмарить здесь просто адский. До последнего. До последнего. У нас бабаха в поле АФК. Сюда. Надеюсь, что поживет мой дружок на Урина чертанка. Say hello. Хорошо. Как мы, наверное, этого прыща выдавим отсюда. Кританул БК. Хули с ним делать теперь? Я не буду его выдавливать, я по нему буду стрелять. Хорошо. Разбивать ему прицел. Стоять. Стоять. Надеюсь, что ему не всунут. Он нужен мне. Наконец-то. Только в башню, хорошо. Ну это алчность, признаете, да. Будет выталкивать, судя по всему. Поехали дальше. Следующая катка на сотке будет. Вопросов нет, бодро вкатил. Не менее бодро уехал в ангар. Где-то здесь, наверное, бабах сидит, чекает. Бля, ёбаная Галя. О. Пушку сломали. А мне прям в пушку попал, короче. Докладываю. Не пробил. Блин, ну белиссимо. Здесь нам надо посидеть от арточки в сейве. Да, ну и заодно, чтобы кончить на Яки не всунул.
Поляк вот просто конченый. Это будет донатить хп еще. Ты дурак. Какой же ты мудак. Свидуля. Спасибо, ублюдок. Ну давай ты еще им поможешь чем-нибудь. Поворачивай, дебил. Ой, какой же ты мудак. Какой же ты мудак. О. Знаете, ну с учетом того, сука, тычек было зафейлено. Результат на грудь и на лицо. Ой. Часочку свой не зафейлил. Конченый. Подпираешь. Ну вот кто кого подпирал? Д. Т. П. Д. Ц. П. Вот так вот давайте сделаем. Где там эти... Вот этот кустик питерский. Я поеду вот сюда, вдруг я кого-то здесь подловлю. Там без меня разберутся. Ну вот, пожалуйста. Мне и в НЛД, и вон в маску стреляли, и в рубку. В НЛД вроде дырок нету. Ладно. Да, вот это вот танк. Это танк. А чтобы вертушки на ходу крутить, поставил экспериментальную оборудку. Молодец. Так, а до какого теста налезть? Я не знаю. Ну там же будет несколько итераций. Они будут запускаться, останавливаться, потом опять запускаться. Поэтому не скажу. Приветствую всем, с Новым годом тебя, здоровья, всех благ, как успехи. Артур, здорово. Ну, кстати, неплохонько на тесте раздача идет. Тестим нового тяжа японского. Ну как, уже по сути оттестили, там боев, не знаю, 13 сыграно. У меня выходные. Да, начались. Два выходных подряд. Лёшка не едет в круг. Мы проиграем катку, да. Там 2 артовода. Наш артовод, кстати, мог бы выехать и убить. В планы не входит. На Риколофе 2 артовода захватили нам базу. Все, что надо знать. Midnight Hour. Да, он так и не выехал. Дерьмо. Зато он чекнулся. Ладно. Ладно, ну поехали на сот. Я на сотке обещал сыграть. Поехали. Катанем. Давайте мы, наверное, знаете что, поставим турбину на него. Боновый. Стабилизатор и доглатыватель. Вот. Тут, конечно, на вот эту вот херь заряжающими. Что-то надо решать. А, ну знаете, у меня уже оно упаковано все. Да и хер бы с ним. Так вот. Во! Погнали. Всем приятной пятницы.
Приятного вечера, друзья. Держитесь там обеими руками. Хотя, да, поскольку большинство зрителей россияне, у них затяжная неделя выходных, многие даже не знают, какой день недели. Какие же вы счастливые. Вот так вот мы поиграли, да, на тайпе. 41% побед. Что? Концепт просто адский ад. Переапан. Переапан. Хорошо, карта под нас. Карта, сука, под нас. Спасибо, друзья, за 78 лайков. Кто не прожал, пожалуйста, жманите. Буду благодарен. Буду крайне благодарен. Ну, за доната я уже говорил, спасибо. Лубидап. Бесконечный лубидап. Вот до сих пор, знаете, на ВКарик и на сотку спорная тема с турбиной. Дело в том, что там настолько слабая уделка, что оно практически не чувствуется. С турбины в тобе. И стоит ли вообще ее ставить, да? Тем более, когда я, допустим, без закалки играю. Очень спорно. Очень. Без таба, очевидно, поиграть так себе идея. Я не буду целить. Нет, они прям выставляются там. Бой next door. Он выстрелил и остался там. И я не попал. Да, замануха. Там будет катастрофически много танков. А ведь могло войти, да? Эта рисовочка так себе. Ох, бля. Ну-ка, здесь окошко есть. Офигеть, а как он еще живет? Fucking вещь. Ну, если она... Нет, нет. Хорош. Хорошо. Да, все, дососал. Дососал и ладно. Вафелька почти на 700 дает. Ну вот вы поехавшие совсем. Нельзя так выезжать, мне еще раз сунет. Снова такое ощущение, что у нас команда не явилась на бой.
За БС. Я 2000 танканул катком. Молодец. Молодец. Надо понимать, что я танканул условно, потому что громко сказано. Да. Здесь можно еще потанковать трохи. Эх, бля, почти. О, тихо. Оп. Да. Ну прикольно, там вот из 4 стоит. И позволяет все, что можно. Даже такому конченному наркоману, как Вофентрагеру. Вот Джайна. Меня сейчас в очко напихают. Капитан Варджайна. Бля. Это мало. Он еще и что-то дергается, это что, дебил, просто выйди в мыхне. Ебать, я такой конченый. Я думал, что он здесь сидит, а он выкатился. Ну я конченый. Там арточка ни в кого не стреляла, да, здесь пацаны катались, все такое. У меня выстрелила. Это дерьмо. Ладно. Поехали на базу, там леопард full хп. Гачи бифри. То есть они на базу едут или нет? Я думал, что он больше будет в простреле. Пойдет. Под пальчиком, будь здоров. Будь здоров. Так, вот уриночка чертон там. Так вот едем. Ну все. А все. Да, ну без закалки, кстати, хп нам хватает. На все утехи. На все виды утех. Это здорово. Это здорово. Пару дней успел поработать, вот тоже отдых новый такой. Ну, неплохой, неплохой. Я его не назову дерьмом. Вот, но он точно не имба. Броня у него... Она вроде есть, и вроде как хер его знает. Наверное, главное разочарование. Так, арийская мощь танкует, да, если на мозга не катал. Да, катал. Мне нравится вот пожирнее. Я считаю, чем жирнее альфа, тем проще реализовать танк. Просто потому что меньше будешь подставляться. Но, понятное дело, на маусгане имеет право на жизнь. Там вроде и не жирное пробитие, что, конечно, так все. Было бы там хотя бы 325. Может быть. Тогда может быть. Ну да ладно. Сегодня было уже музыкальное просвещение. А сегодня, кстати, вроде музыку не донатили никакую. Никакую музыку не донатили. Короче, мы на этом, пожалуй, и закончим наши веселые утехи. Какие итоги? Короче, давайте мы еще раз пробежимся по тайпу. Значит так, во-первых, у него борта 80 мм, есть вот такие вот скосы, которые даже в такой угол пялятся.
ВЛД и НЛД пялится с голды 300 где-то... Мне кажется, даже 300 плюс. Потому что я под калибрами в 320 с хером пробивал. Да, ну, будем считать, что с 320 пробить, а 315-320 очень часто будет прыгать в ровный угол. Голдой даже вот в такой угол шьют. Мне в такой угол ВЛД пробил 705. Там даже 320 миллиметров на кумулях нету, да, то есть он... Ну и в НЛД тоже легко пялит, но несмотря на бешеный угол, там все-таки, видимо, нету брони особо. Я думаю, что там миллиметров 80. Далее, что вот здесь тоже нет брони, да, и вот я где-то вот так вот, наверное, стрелял и сюда пробил. В такое положение вот сюда пялят голдой, да, он же пялит голдой в 330 кумули у него. Сюда вот он пялит. Сиська легко пробивается вообще. Бешеным пробитием на ПТ-10 в маску можно пялить, ну, как минимум через раз. Вот. Это что касается брони. Да, ну из курсовых углов башня чуть-чуть повернута, легко просовывает, как вот в случае с КПЗ. Далее что у нас? У нас есть плюсы, да, на турбине и все такое, у него внятная подвижность, даже лучше, чем у E5, что как бы лучше, чем у Супер Коня. Ну, это надо признать, очень круто. Это очень круто. У него отличная стаба, я без стабилизатора играл, вообще ни капли не задумался над тем, чтобы поставить стабилизатор. У него отличная пушка, да, там пробитие на голде, напомню, 330, да. Кстати, не сильно быстрая скорость полета снаряда, ну и хер бы с ним. УВН, да, по такой же теме, как у СТБ. Опускается ходовая и тогда подвеска, да, и можно просовывать. Тоже здорово. Ну и охлаждение орудия. Просто первая тычка у вас поточнее, чем остальные летит. Вот как бы и весь прикол. По итогу что? Неплохой тяж. Да, имбой не назовешь. Я бы даже сказал, что по броне КПЗ, который из коробок, получше. Да, в остальном КПЗ проигрывает только в плане УВН. Как мы знаем, КПЗ не имба. Да, очень неплохой танк, но с небольшим но. Да, все-таки Супер Кони Е5 точно получше. Именно с ними и его надо сравнивать. Здесь, не знаю, у него классная пушка. Зачастую, знаете что, танку нужна просто хорошая пушка, которая хорошо попадает и пробивает. Да, и даже если вот он ориентирован на то, чтобы играть от брони, надо понимать, что такими параметрами можно, да, там сильно даже, может, от брони не играть, да, там от башни выехал, плюнул, отъехал. Здесь как-то вот так вот поразводить на выстрелы, но с вероятностью где-то 50 на 50 будет голдой пробивать, к сожалению. От борта танчить нельзя, потому что вот, там нечему танчить. Такой вот у нас танк. Насчет остальных танков из ветки я ничего не скажу, потому что на них поиграть на тесте нельзя. Так что, наверное, будем играть на основе. Вот, на этом, я думаю, все. Сколько у тебя ВН8? Ну, фиолетовый точно. Я нормально играю. Если что. Вот, у меня есть 3 отметки. Да, есть нормальная средуха. Вот, но здесь вот мы еще не доисправляли средуху, ничего страшного. Вот. Вот. Я что думал 4К плюс. Ну да ладно. Ну да ладно. Леопарди мы тоже подисправим. Все будет. Все будет. А, так тут еще мало боев, ё-моё. Ё-моё. А здесь ладно, а здесь... Да, ну вот. Вот так вот. Вот так вот. Короче, я играть умею. Всем приятного вечера, приятной пятницы, приятных выходных. До новых встреч. Пока-пока. И спасибо за лайки, кстати. Кто жал лайки, молодцы. 83 лайка. Если догоним до 100, то подкруточка придет. Пока-пока.